Друзья, сегодня у нас замечательный воскресный солнечный день, 9 ноября. Я вас приветствую в городе Якутск. И сегодня у нас для вас снова совместный с Мирланом контент, как говорится. Ну, Мирлан на самом деле молодец. Он меня, можно сказать, за шкирку вытаскивает, потому что воскресенье у меня единственный выходной. И, как правило, я в него по максимуму стараюсь поработать в этот день. Нет учебы, но и единственный день, когда можно куда-то поехать поснимать. И тем более можно сделать, как бы говорится, убить двух зайцев. Сделать и Мирлану сюжет, и мне себе сюжет. Я ему заодно помогу немножко поснимать. И мы сможем всем этим поделиться с вами. А тема у нас сегодня какая? Наступает зима. Может быть, кто-то слышал, может быть, кто-то знает, а кто-то и не знает, что здесь нет в Якутии колодцев, во многих частных домах нет водопровода там какого-то, чтобы доставлять воду. И ее заготавливают в виде льда, кубиков льда. У меня уже был сюжет, поделюсь здесь ссылочкой, он достаточно нормальное количество просмотров набрал, как этот лед добывает. Ну и, конечно, Мирлан тоже каждый год приобретает себе лед на зиму, это и в баню, и на приготовление пищи, на все. Сейчас мы поедем на реку. Мы, конечно, импровизируем, ни с кем там не договаривались. Надеюсь, кто-то захочет нам показать, как это все, процесс происходит, посниматься. После этого Мирлан обещал нам приготовить что-то очень вкусное и поделиться очередным своим уникальным рецептом. Ну а вечером, в завершении дня, он знает, что я очень люблю баню. Никогда мне в этом удовольствии не отказывает. И сегодня, конечно же, мы погреемся в баньке после вкусного, сытного ужина и поделимся всем этим с вами. Так что, друзья, давайте. Начинаем сегодняшний замечательный день. Кто не подписан на Мирлана, у него есть Инстаграм, он его тоже очень активно ведет. И вот на Ютубе тоже ссылку оставим. Вот такое вот чудо приобрели ребята. Вырастет гигантское, наверное. Все, тихо, тихо. Огромная ласточка. Тихо. Пугли его еще, малышка. Чего, потюшка? Привет. Сидите. Тихо, тихо, тихо. Не надо. Ну что, собираемся? Здорово. Как тебя встречает. Ну, всей семьей встреча. Ах, тут сидит. Над златом чахнет. Мои идут в моем чехле. Ну, передавай всем привет. Поздоровайся с нашими зрителями. Здравствуйте. У нас свои зрители. У папы свои, у тебя, у меня свои. Ура. Сом тоже. Ух ты, вот ребята дают мне денежку. Кыргызские даже это все? Тенге? Казахские, кыргызские. Казахские? А, это разные, да? Я как раз мечтаю туда поехать. Где-то корейские. Попутешествовать в Центральную Азию. Вот. Будет мне мотивация такая, спасибо, круто. Мирлана всегда дома стоит такое вот блюдо. Это же в Центральной Азии у всех, мне кажется, да, так принято, что на столе всегда. Так стоят, да, орешки, сухофрукты на столе. Это- Фрукты должны стоять. Как не приезжай, всегда вот сижу, грызу. Всякие вкусняшки. Милан сейчас мне заварит чай вкусный травяной. Чуть-чуть настоялся. Ну, вот такой якутский травяной сборный чай. Дикий кыргызская горная малина. Мед с Владивостока, гречичный. У Мирлана в гостях всегда очень вкусно. Даже когда мы еще не начали готовить. Ты придумал, что мы сегодня готовим? Мы сегодня будем готовить оромо. Это кыргызское название. Уйгурское название ханум. В Узбекистане много готовят такое блюдо. И в Китае готовят. Я думаю, что это блюдо родом из Китая. У народов уйгур появилось. А из чего оно? Тесто, мясо. Как мы любим. Без мяса мы никогда не обходимся, да? Ну, супер, ждем. В частном секторе в Якутске, и в частности во всей республике, вода привозная. Во всех домах стоят большие емкости. У меня, допустим, стоит 2,5 куба емкость. Водовозка приводит, сливается. И с помощью насоса в систему накачивается давление, и мы пользуемся как в обычных домах. Мой самый главный друг, помощник, брат, как это называется? Винничанин. Островитянин. Кто может так похвастаться? Сейчас у нас дилемма, как бы так одеться, чтобы не вспотеть и не замерзнуть.
потому что сейчас предстоит самая такая интенсивная часть нашей работы. Разгрузка и перетаскивание всего материала к месту сборки домика. Поехали. Все, мы выехали. Погода вообще что-то еще больше распогодилась, пока едем. Вот, за рулем у нас сегодня. Я машину поставил, какой-то прикол мне хочет показать. Вот смотрите, сопки вокруг Якутска. Со всех сторон. Вот здесь отличные виды открываются. Приезжаем на протоку, где ребята добывают лед. Вот и посмотрите первые признаки того, что здесь лед добывают. Просто дорогу перекрыли и в объезд ребята немножко лед уронили. Весной здесь как море. Все водой закрывается. Потом после того, как вода уходит, тут все зелено-зелено. Так и в народе закрепилось зеленый лог. Работаем в 2 камеры. Мы с вами, друзья, приехали на Зеленый луг. Здесь на протоке как раз лед и добывают наши мужики местные, работяги. Не знаю, сколько дней у них это занимает. У меня друг тоже, Джулстан, так вот работал, занимался, мы как-то снимали. И вот здесь я даже ночевал, кстати, было время, когда у меня не было квартиры. Я в машине спал на Зеленом лугу. Для меня это место особенное на самом деле. Сейчас мы приедем к протоке и попробуем найти кого-нибудь, кто с нами захочет пообщаться, поговорить и показать вам, как все это происходит. Уже зимник почти готов. Да? Ну что, друзья, мы с вами на протоке. Вот как раз здесь ребята производят добычу льда. Как это происходит? Работают бензопилой. Вот видите, длинная такая прорезь идет. Сначала вдоль, потом поперек нарезает. И потом песнями ломает и специальным приспособлением вытаскивает из воды. Не знаю, получится, не получится у нас это все показать, поснимать. Но Мирлан хотел сам поработать. Я поснимаю. Я пытаюсь сейчас на 2 камеры снять. Наверное, потом что-нибудь слеплю из этого одно. Нарезать еще на мельче кусочки, чтобы поднималась она. Загружается на машинке и кто куда увозит. Кто-то сам приезжает, а есть такие машинки, которые грузятся, маленькие грузовички, и они стоят в разных чертах города, и тем самым они здесь покупают и там продают. Это перекупщики льда у нас называется. А мы для своих нужд приехали с прицепом сегодня, сейчас сами поработаем, сами добудем и увезем себе лед в баню. А вот я вооружился печней, сейчас пойдем наглядно покажем. И на себе испытаем, как это добывать лед. Кстати, у каждой бригады своя методика, как ледяные поля обрабатывать. А в деревнях все это делается без бензопилы с помощью печни одной. У меня на канале как раз есть шорт, где мы в деревне у тестя добывали питьевой лед. Можно посмотреть. Нам надо отколоть вот весь этот кусочек пирога, так называемого, и его продвинуть по этой канавке к месту вытаскивания льда. Это все убирается, чтобы этому куску было куда двигаться. Сейчас придет бензопилой с длинной шиной, пройдется
Тогда мы с легкостью оторвем весь этот пирог. А это у нас, ребята, в межсезонье, когда еще шуга идет, лед еще не окреп, у нас ходят, так сказать, связь с материком. Хибусы. Вот так мы ведем этот огромный кусок льда, как на привязи, к месту вылова. Я тот кусок пойду принесу сейчас. Сейчас он отпилит. Вот теперь точно можно сказать, это мой собственный добытый кусок льда. Пошли его вынимать из воды. Кто-нибудь падал? Из работников? Не было такого случая, да? Только в начале нырял, когда это. Ну, лед проверял, да? Вот на ночь, когда вышел. Ага. Так можно сказать, тут вполне себе безопасно, да? Да, конечно. Загружаем, ловим. Хоп. Нет, нет, еще раз. Опа. Так. И тащим. Дело, так сказать, не хитрое, но требует маленькой сноровки определенной, чтобы правильно вытаскивать, центр тяжести применять, чтобы правильно вытащить лед. Куда пошел? Ага. Ну, снимай оттуда. Вот здесь вот сразу. Оп. Надо второй лед достать туда, чтобы он подпирал. Только в Якутии есть такой способ добычи воды зимой. Да. 4,5 куба берет. 4,5 куба? Ага. А стоит сколько? 7 тысяч машина стала? После того, как вот такие пропилы сделать, берется обычный топор и вместо пропила. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Маленькие куски грузить удобно.
В прошлом году я тоже здесь брал, вы тоже здесь брали. Мы вдвоем стояли. На морозе бензопила работает без смазочных материалов. Цепь смазывает вода. В данном случае лед. И как только бензопила останавливается, вода замерзает и прихватывает цепь. И ребятам приходится после каждой остановки греть бензопилу и менять чаще цепь. Газ вылетел. Пружинка. А вот утром его вытащил на улицу и все, не заводишь, да, чтобы этот лед не оттаял и там не примерзло. Или греете постоянно. Вот у меня замерз большой. Быстро починили, дальше пошли пилить. А сколько рейсов в день успеваете сделать? 2-3. Зимой сами пьете такой лед? Да, до усыха хватает. Почему ледяная вода считается более качественной, чем все остальные? Ну, во-первых, надо сказать, что вода берется с природы. В природе имеются все необходимые элементы. То, что она берется из речной системы, это очень правильно, потому что она проточная. И, конечно, в ходе замерзания как раз гидрофизические процессы, они избавляют от многих примесей, и получается вода более чистая. Причем сохраняются многие микроэлементы, которые в принципе нужны человеку. А вот, например, чисто дистиллированная вода, абсолютно чистая, она, конечно, для организма человека очень вредная. Поэтому мы оказываемся в ситуации, что нужно пить сбалансированную воду. А здесь уже река, она сама сделала все анализы и привела ее в соответствие с той местностью, которая есть. Озерную, ледяную или малопроточную, нежелательно. Поэтому то, что люди работают на реке, проточно, это очень правильно. А в этом году вы один, да, все грузите, все сами делаете? Чтобы холодно не было, надо двигаться. Поможем вам. А как она не цветет, интересно, да, до высыха? Ну вот из-под крана же вода же она зацветает. А вот по дорожанию бензина на вас влияет? Вот я вчера, где мои штили? Вон один большой вот штиль. Я купил шину, сломалась. Купил за 8. А какой сезон тут? В этом году мы начали раньше работать, в октябре. 27-го, что ли, начали. Я уже забыл даже, не помню. И до Рано какого начали. работаете? До конца месяца, ноября. Ноября. Лед уже толстый. Может еще раньше закончить. Если 50... Ну, до какой толщины уже только можно добывать, да? Вот там уже... Я до 50. Там уже сложнее, да? Да, сложнее. Сейчас 45 где-то. Ага. У меня уже сегодня не доставало. Вот, ты же сам видел, там я пилил. Жарко очень. Закончили 3-4 упражнения. Что там у меня за прицеп сколько будет? Хорошей работы вам. Не мерзните. Пейте побольше чая. Не дают, да? Отдохнуть. Ну хорошо же, сезон короткий, зато насыщенный. Ладно, спасибо, парни. Всего доброго. Вот, если вы думаете, что тут холодно и как в этих условиях работает, вот, ребят, я сейчас вот куртку сниму, от меня пар идет. Я пока грузил себе тележку, весь испотел, весь взмок. Так что напишите в комментариях, смогли бы вы работать в таких условиях. Это у нас еще тепло, а ребята работают в минус 30 градусов.
Вот так, ребята, примерно плюс-минус 2 куба льда. Этого мне хватает на всю зиму для использования в бане. Чтобы в баню не тянуть водопровод, все дела, я вот таким простым методом выпутаюсь из этой ситуации. Аккуратно отламываем, кладем тазик с горячей водой. И у нас получается нормальная теплая вода для мытья в бане. Я туда не буду залезать, у меня снег в тапки залез. Давай, папа, снимай. Ну все, Прощаемся, друзья. Спасибо, Мирлан, за отличное Подписывайтесь. воскресенье. Ведите здоровый образ жизни. На него и на меня, на меня. Одевайте тапки зимой. Без тапок зимой холодно. Где твой второй? Не знаю. И плавно уходишь на небо так вот. Плавненько, плавненько.